Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». И сегодня мы расскажем, как 70-летняя женщина-водитель «Лады» на перекрестке улиц Волгоградской и Ибрагимова сбила 11-летнего мальчика на самокате. Он ехал с этой стороны и туда завернул. Туда завернул? Да. Поэтому я и не ожидала. Я ехала себе на зеленый. Покажем, как водитель питбайка, на котором нельзя передвигаться по городу, врезался в Hyundai. Молодой человек получил травмы. А также сообщение об огнестрельном ранении посетителя бара поступило ночью в полицию и поиск потерпевших от действий криптоблогера. Хасаншина Эльдара Альбертовича обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это и не только прямо сейчас. 11-летний мальчик попал под колеса «Лады Калина» на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Восстания. Удар был очень сильный, ребенка отбросило от места ДТП на несколько метров. Он рухнул на асфальт и не смог встать. Пострадавшему срочно вызвали скорую помощь. Врачи после осмотра приняли решение о срочной госпитализации. 70-летняя автоледи сообщила полицейским, что ехала на зеленый свет, когда ребенок на самокате в центре перекрестка повернул прямо на нее. Скорую помощь и автоинспекторов вызвали очевидцы. Проезжавшие мимо автомобилисты остановились, увидев лежащего на дороге ребенка. Встать после столкновения с «Ладой Калиной» он не мог. 70-летняя женщина-водитель «Лады Калина» утверждала, она двигалась по улице Волгоградская. Мальчик на самокате появился перед ней совершенно неожиданно. Он ехал по проезжей части проспекта Ибрагимова, был без сопровождения взрослых. По тротуару, по проезжей части. По проезжей части. По проезжей части ехал откуда? Ну, я не смотрела откуда, но вот меня, наверное... Вот место удара, где кровь. Там место удара было? Или его откинуло куда-то? Откинул, наверное. Они столкнулись недалеко от противоположного пешеходного перехода перед пересечением улицы Восстания и проспекта Ибрагимова. Ребенка отбросило в центр перекрестка. Автомобиль остановился уже за ним. Он, получается, просто по проезжей части ехал с этой стороны в эту сторону, да? Он ехал с этой стороны и туда завернул. Туда завернул? Да. Поэтому я и не ожидала. Я ехала себе на зеленый свет. А он вдруг раз и повернул. Врачи осмотрели пострадавшего мальчика и приняли решение о срочной госпитализации в ДРКБ. Степень вины каждого из участников происшествия будут определять автоинспекторы на разборе, но по предварительным данным в случившемся есть немалая часть вины самого пострадавшего. Он не имел права двигаться на самокате по проезжей части. Вероника Гайнудинова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. 27-летний молодой человек, водитель питбайка с 2-летним стажем, пострадал сегодня, проезжая перекресток улицы Несмелого с Кировской дамбой. Как установили автоинспекторы, перед поворотом налево он заблаговременно не занял крайнее положение на проезжей части, не уступил дорогу автомобилю Kia Sorento, который двигался прямо, и влетел ему в борт. В результате мотоциклист с различными травмами был госпитализирован на карете скорой помощи, прибывшей на место ДТП. Молодой человек не только нарушил правила дорожного движения, он вообще не имел права управлять мотоциклом. Пассажирка Kia сломала зуб в результате столкновения с другой корейской иномаркой на перекрестке улиц Адели Куту и Седова. Автомобили ехали в одну сторону. Предполагаемый виновник ДТП не заметил, что машина впереди остановилась и на полном ходу врезался в нее. Удар был довольно сильный. Машины получили значительные механические повреждения. Водители травм не получили, однако скорую помощь вызвали для пассажирки первого автомобиля. Вот поверните налево и... Пробка. Он честно признался, машину впереди не видел, отвлекся. Понял, что Kia стоит впереди в самый последний момент, когда тормозить было уже поздно. Скорость, уверяет, была небольшой. Скорость 45, по-моему. Объяснение с значительным повреждением первого автомобиля нашел быстро. Просто китайская машина. Сам он травм не получил. Был в машине один, признался, автомобиль взял в аренду, но не для такси. И редкая доставка работает. У меня пустое, у меня тоже одно. У меня пассажиров нет. Первый Kia, в который он врезался, пассажиры были, и девушке потребовалась медицинская помощь. Скоро? Да, скорая помощь. Вот машина. Первую машину вызвали. Просто скоро вызвали. Вот это пассажир есть.
От госпитализации девушка отказалась. В момент удара, по предварительным данным, она сломала зуб. Компенсацию лечения, так же, как и восстановление автомобиля, должна оплатить страховая компания второго водителя. Свою вину в произошедшем он признал полностью. Алсух Медянова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Сообщение об огнестрельном ранении 41-летнего мужчины в одном из баров на улице Космонавтов в Казани поступило ночью в экстренные службы города. О случившемся сообщил его приятель. Вместе с ним пострадавший находился в заведении. Свидетель рассказал, его друг вышел на улицу и практически сразу же послышался глухой хлопок. Через мгновение человек с окровавленной головой зашел обратно в бар. Сначала мужчина подумал, что товарищи могли ударить бутылкой по голове, однако осколков на месте происшествия не было. Вот почему появилась версия, что в него стреляли, хотя оружие также никто не видел. О случившемся сообщили в правоохранительные органы. Пострадавшего врачи скорой помощи доставили в больницу, он был в сознании. А стражи порядка восстановили картину произошедшего и выяснили, что никто ни в кого не стрелял. В отдел полиции «Гвардейский» поступило сообщение о том, что рядом с одним из баров по улице Космонавтов выстрелили в мужчину. Ему требуется медицинская помощь. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что в баре между двумя мужчинами возник словесный конфликт. Один из них вышел на улицу и у выхода дождался второго. При выходе мужчины из бара неизвестный нанес удар по голове камнем и с места происшествия скрылся. Пострадавшего мужчину 1983 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение. Информация, которая вышла в социальных сетях о стрельбе, не соответствует действительности. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские Татарстана ищут возможных потерпевших, которые пострадали от действий криптоблогера Ильдара Хасаншина. Мужчину заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он привлекал деньги для вложения в криптовалюту и обещал неплохие проценты. Однако своего слова так и не сдержал. Сейчас в уголовном деле трое пострадавших. Ущерб составляет порядка 17 миллионов рублей. Полицейские уверены, что потерпевших может быть гораздо больше. Его задержали вечером 19 июня в Лениногорске. Едва подозреваемый вернулся в Россию. В последнее время блогер обитал в Арабских Эмиратах. Меру пресечения избрали в Вахитовском суде Казани. В отношении Хасаншина Ильдара Альбертовича, обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Руководствуясь статьей 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил избрать обвиняемому Хасаншину Ильдару Альбертовичу пресечение в виде заключения под стражу. 26-летний Ильдар Хасаншин, уроженец Лениногорска, называл себя криптоблогером. В соцсетях показывал красивую, богатую жизнь и привлекал деньги для вложения в криптовалюту. Установлено, что 26-летний житель Лениногорска предлагал казанцам услуги по инвестированию денежных средств в криптовалюту и получению прибыли в виде процентов от вложенной суммы. Однако обязательства перед вкладчиками он не выполнен, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом, троим гражданам причинен ущерб на общую сумму порядка 17 миллионов рублей. Он сам просил под стражу его не заключать, настаивал на домашнем аресте. Уверял, что доходы позволяют в случае решения суда возместить весь ущерб. Рассказал, что с сожительницей воспитывает годовалого сына и скрываться не намерен. Следователи же настаивали, потерпевших может быть куда больше. У следствия есть основания полагать, что число потерпевших значительно выше, чем фигурирует в материалах уголовного дела. Тем, кто пострадал от действий обвиняемого, необходимо обратиться в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан. Суд решил отправить блогера под стражу. До 19 августа он проведет в СИЗО номер 2. Ляна Бахтиева, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.